то время как жители республики после тяжелого рабочего дня отдыхают, спортсмены бойцовского клуба «Дзюрдзук» начинают тренировку. На этом тренировочном процессе бойцы отрабатывают грэпплинг и борьбу. Мастер спорта по джиу-джитсу и грэпплингу Рустам Кукурхоев на каждой тренировке старается передать весь свой опыт подопечным, а ребята, в свою очередь, как губка впитывают каждый бросок и прием. Шуду аз узали тренировку жо. Та на физику я его, а грэпплинг я его. А так денеж борьба, бокс, подтягиваю. Рустам чуадик хаях, Рустам джебра алхуш борьба, нога хаях. Рустам чуадик хаях. Дал эндэле, аз подтянуть идея хажа. Дальнейший грэпплинг выступает до что далура. Грэпплинга духа эхтубулся сюда, сейчас грэпплинга. Татауса дал эндэле. Это более дальнейшем выступать до игра в республике, так за пределом выезжать до. Сегодня у нас день борьбы, как вы видите, грэпплинг. Основной косяк сегодня пришел, потому что у нас вчера были бои. А так сегодня грэпплинг, тренировки уходят, как вы видите. Все у нас сегодня не так уж сильное, потому что завтра у нас будет еще день борьбы. Так в основном пацаны очень стараются, показывают себя. В основном у нас грэпплинг, джиу-джитсу, мы в партере, как вы видите, работаем. И в неделю 2 раза ударная техника проводим. Ну, в основном из 100%, я могу сказать, 70% бои заканчиваются в партере. Так что и наши парни из другого клуба очень сильно подтянули этот вид спорта, этот вид грэпплинга, джиу-джитсу, потому что ударников очень много у нас, а вот именно в партере чуть-чуть мы отстаем от оппонента нашего. В этом году они очень хорошо показали себя именно в партере. Даже можно пример взять нашего чемпиона М1 Евлоева Моусара Далгиева Хамзат, как они выходили с удушающих, с болевых. Просто надо у них пример взять и дальше работать этим. А так надо и ударку оттачивать, и чуть-чуть оценку ставить и в партер. В понедельник у нас бывает руки-ноги работаем, во вторник у нас грэпплинг, в среду грэпплинг, в четверг у нас тоже руки-ноги, в пятницу кроссфит мы делаем и чуть-чуть день игры бывает в пятницу. Выполняя упражнения, спортсмены стараются выкладываться на все 100%, ведь правильный и серьезный подход к тренировкам – это залог успешного выступления в рейдже, а такие аспекты, как борьба и грэпплинг в смешанных единоборствах необходимы как кислород.
Боец может обладать прекрасной ударной техникой, но оказавшись в партере, этого качества недостаточно. Часто один правильный болевой прием или удушающий могут решить исход встречи. Именно поэтому здесь большое внимание уделяется грэпплингу. Ингурские бойцы всегда славились хорошей борьбой. Как пример, последний поединок Маусара Евлоева, который не оставил никаких шансов своему оппоненту. Мастер спорта по вольной борьбе Джабраил Барахоев работает со спортсменами бойцовского клуба «Дзюрдзюк», помогая бойцам совершенствовать борцовские навыки. Мы периодически встречаемся, всегда в тесном контакте, проводим тренировочные процессы, учим ребят борцовским навыкам, так как борцовская база очень нужна для этих смешанных видов борств. Помогают, мы это всячески смотрим и по телевизору, и на наших соревнованиях. Борьба очень помогает. Ну, бывают довольны, сами ребята говорят нам, и мы это видим на соревнованиях, на различных турнирах, по грэпплингу, по М1, и даже по вольной борьбе выступают некоторые ребята, показывают хорошие результаты и хотят в дальнейшем тренироваться и даже ходить с нами на сборы в Дагестан, в Чечню. Смешанные единоборства развились, хочу сказать, даже сильнее борьбы. Ребята показывают хорошие результаты. Мы видели наших чемпионов, которые завоевали пояса. Так, отличные результаты. Бойцовский клуб «Дзюрдзюк» был основан 5 лет назад. За это время ребята успели поучаствовать во многих турнирах всероссийского и международного масштаба и занять призовые места. Когда я с Европы приехал сюда, я работал в Калое, первый клуб у нас был в Калое с Измайловым Мурадом. И оттуда мы начали работать и потихоньку развиваться. Потом я вышел отдельно с 2011-2012 года уже мы открыли, я в школе работал, в 5-й школе. И мы начали Барахоеву зал, здесь отдали мне хороший зал. И вот я тут начал уже основать грэпплинг. Потом сейчас еще один зал у нас будет в Магасе, скоро открывается, по историческому фехтованию и по грэпплингу. Так что будем потихоньку развиваться. Конечно, очень многие приходят, ребята с родителями приходят. С 8 лет у нас работаем с пацанами, с детьми тоже. Как бы выйти, зал не очень большой, но очень много желающих. Но сейчас еще одну школу, филиал откроем от Дзюрдзюка нашего клуба. Там уже будет побольше ребятишек и постарше. У нас в республике недавно вид спорта, это ММА, это считает, что в республике недавно это вышел. И мы сегодня можем дать любому фору.
по этому виду спорта, так как, вы видите, уже 3 пояса у нас в республике было. У Абукара, у Евлоева и у Хамзата. Так что с такой маленькой республики, Российской Федерации, я думаю, это тоже нормальный результат. По окончании основного тренировочного процесса бойцы проводят спарринги, используя все аспекты, отработанные во время тренировок. В Ингушетии совсем недавно началось развитие клубной системы, но несмотря на это, бойцовские клубы республики на каждых соревнованиях и турнирах показывают внушительные результаты. 3 чемпионских пояса – прекрасный тому пример.